Зимним утром на берегу озера Паянху, что в Нанчане, провинция Цзянси в Китае, на лотосовых полях в охраняемом пятизвездочном заповеднике белых журавлей тысячи, словно сошедших с картины стерхов, танцевали и свободно порхали. В настоящее время популяция белого журавля в мире насчитывает всего около 4000 особей, занесенных в список видов, находящихся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы. Это охраняемые на государственном уровне птицы, 99,8% из которых родились в Сибири, и 98% зимующих на озере Паянху. Стерх является национальной птицей Республики Саха-Якутия Российской Федерации и почитается народом Саха как священная птица. В то же время в сознании россиян белый журавль является носителем национального духа и единства. Россияне считают, что герои, погибшие в боях во время Великой Отечественной войны, превратились в белых журавлей. А в Китае стерх еще с незапамятных времен является символом изящества, преданности, долголетия, а также предзнаменованием доброго события. 28 сентября 2019 года белый журавль был признан птицей провинции Цзянси. В последние годы из-за нехватки пищи многие стерхи покинули озеро Паянху. Начиная с 2012 года белые журавли начали прилетать на поля лотоса охраняемого заповедника в поисках пищи, и с каждым годом их число растет. Сегодня я расскажу вам историю особенного семейства стерхов в нашем охраняемом заповеднике. Ранним утром 5 декабря 2019 года я пришла на поля лотоса, чтобы пофотографировать стерхов, как обнаружила, что два птенца отбирали корень лотоса прямо из клюва взрослой птицы, что является крайне редким явлением. Как так получилось, что в одном семействе есть только одна взрослая птица на двух птенцов? Стерхи моногамны. Самец и самка всегда неразлучны. А что насчет этой одинокой птицы? Разве у белых журавлей каждый год не выживает только один птенец? Может ли быть, что этим летом в Сибири было тепло, и двое птенцов чудесным образом выжили и выросли, несмотря на все трудности, и благополучно вернулись на озеро Паянху? Продолжая наблюдение, я обнаружила, что каждый раз, когда взрослая птица выкапывала корень лотоса, то всегда отдавала его птенцу большего размера. Я назвала его Ян-Ян, что значит беззаботный, беспечный, довольный, солнышко. А птенца меньшего размера — Син-Син, от слова «крошечный» или «звездочка». Хоть и взрослый журавль никогда не прогонял Син-Син, однако очень редко кормил его. Ян-Ян также время от времени устраивал взбучку Син-Син. Но все это Син-Син покорно терпел. Неужели Син-Син был взят на воспитание этой семьей?
Ровно после того, как прошло 17 дней, случилось чудо. Рано утром в линзе своего фотоаппарата я увидела 4 стерхов. Подождав, когда они наконец приземлились на старом месте, я убедилась, что журавль, о котором я размышляла дни и ночи, тоже вернулся. Семейство из 4 птиц наконец воссоединилось. Какие тяжести разлуки они испытали! Как они встретились после столь долгой разлуки! Судя по тому, как их клювы были покрыты свежей землей, должно быть, вся семья прилетела на озеро Паянху и только потом случайно встретила еще одного важного члена семьи. И все семейство смогло воссоединиться. Удивительные стерхи и бескрайнее озеро Паянху всегда дарят нам множество сюрпризов, множество неожиданностей. Наступила весна, и белые журавли снова должны двигаться на север, чтобы пройти долгий путь. Надеюсь, что Ян-Ян и Синь-Синь смогут благополучно вернуться на место своего рождения, вернуться в бескрайнюю северную страну. Этой зимой давайте еще раз погрузимся в их красочные и удивительные истории, разгадаем несколько волнующих и трогательных тайн.